Некоторые ситуации реально удивляют и пугают. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного, что происходит у нас в стране. В Кулябе в результате драки с использованием ножа между двумя старшеклассниками местной школы скончался ученик 10 класса. Как сообщила на сайте своей страницы в Facebook местное издание «Пайк», драка произошла утром 31 марта. Между двумя учениками 10 класса средней школы номер 5 Куляба произошел конфликт. Причина конфликта неизвестно, но в ходе драки один из учеников вытащил нож и сзади ударил другого. Пострадавшего с тяжелым ранением доставили в областную больницу имени Хакназарова, города, где сразу положили в реанимационное отделение, написало издание. В больнице сообщили, что экспертиза показала, что удар ножа пришелся в печень подростка. Как сообщает радио Азади, 1 апреля, несмотря на усилия врачей, подросток скончался. В городском ОМВД сообщили, что расследование данного факта продолжается. Конфликты между подростками сегодня являются актуальной проблемой. В конце января этого года Верховный суд Таджикистана вынес приговор по схожему делу. Несовершеннолетнего жителя Душанбе осудили на 11 лет. Тогда сообщалось, что в потасовке между группой подростков из района Рудаки и Душанбе на мосту через реку Элок осужденный нанес ножевое ранение несовершеннолетнему, который вскоре скончался от полученного ранения по дороге в местную больницу. В конце марта специальная комиссия уничтожила более 1000 единиц холодного оружия, которые были изъяты у подростков и молодых людей в столице в течение 2022 года. По данным УМВД по городу Душанбе, что за прошлый год в рамках спецоперации «Нож» в столице у подростков и молодых людей были изъяты 1120 единиц холодного оружия, в том числе 766 ножей, 335 кастетов, 14 бит, 4 электрошокера и 1 топор. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему все это происходит? А в Муминабадском районе Хатлонской области малолетний мальчик стал жертвой селевого потока. Как отмечает Комитет по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла из-за безответственности родителей и несоблюдения правил безопасности при стихиях. 31 марта примерно в 12:55 7-летний житель села Баги-Хабиб Муминабадского района был отправлен в горы, где его брат пас стадо, чтобы отнести ему еды. Однако по дороге он попал под сошедшие сели, которые произошли из-за проливных дождей, сообщили в КЧС. Тело ребенка было обнаружено местными жителями и передано родителям. Комитет выражает искреннее соболезнования родным погибшего и призывает родителей беречь своих детей и соблюдать правила безопасности, говорится в сообщении КЧС. Ранее комитет сообщал, что из-за поступления влажных и теплых воздушных масс в горных районах будет опасно, там могут сойти сели, лавины, камнепады. Комитет убедительно просит граждан во избежание несчастных случаев не выходить на охоту и рыбалку в предгорные горные участки, отказаться от сбора дров, сельхозкультур, растущих в горных местностях. А как обстоит ситуация в вашей местности? Ощущаете ли вы на себе изменение погоды и не дается ли оно вам сложно и с какими-то потерями? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.